Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Знаю все». Познавательная, развлекательная, интересная, я думаю, абсолютно каждому телезрителю. И у нас в гостях два замечательных человека, которые осветят, немало важные вопросы, возникающие у каждого. У каждого любителя животных. В гостях у нас Парамонов Виталий Владимирович, руководитель университетской ветеринарной клиники БГАУ. Здравствуйте. И Татьяна Бронникова, врач-анестезиолог. Тоже здравствуйте. Ну и вижу, удобно очень устроился лабрадор, которого зовут Дана. Сколько, кстати, лет собаке? 10 лет. Который уже 10 лет. Тема у нас сегодня очень интересная, я думаю, абсолютно всем и каждому. Называется она «Профилактический осмотр питомца в домашних условиях». Проще говоря, у каждого из нас, любителей животных, возникают вопросы, как правильно ухаживать за своим животным, чем кормить, когда мыть, когда купать. Но есть и вопрос, который касается уже ветеринарной темы. Как правильно вести осмотр за своим любимцем? Мы сегодня осветим такие самые основные вопросы, которые часто всего задают владельцы животных. Первое, это, наверное, со всех важно, есть ли у собаки температура. Всем кажется, что если у собаки горячий нос или горячие уши, соответственно, у нее обязательно высокая температура. К сожалению, этот признак, вообще мало информативен. Я вот знаю, что в отличие от человека, у собаки, у животного рабочая температура 38-39 градусов. Да, все верно. Мы всегда ориентируемся, например, на эти диапазоны. То есть, если у собаки температура 38-39, то это в пределах нормы. Это нормально. Да, если это не считается щенки и котята. У них повыше до 39,5. То есть это вот та температура, которую мы считаем нормой, и которая, соответственно, прописана во всех учебниках. Вот. Для того, чтобы определить саму температуру, соответственно, еще раз, нужно ориентироваться на какие-то объективные показатели. Соответственно, для этого нужно ее измерить. Так же, как и у человека, мы чаще всего используем термометр. Самый обыкновенный. Самый обыкновенный, сейчас самое удобное, использовать цифровые термометры. Они достаточно точные, удобные и, самое главное, безопасные для применения. Единственный нюанс, что если мы говорим про изменение температуры у животных, никаких измерений под мышкой. Под мышку не пойдет. Да, не пойдет, не подходит. Поэтому, да, температура измеряется в прямой кишке. Может быть, не всем удобно, не всем приятно, но, тем не менее, это наиболее объективная температура. Понятно, что термометр мы там применяем какое-нибудь вазелиновое масло или крем любой, который, соответственно, используется. Если мы про термометр, то обычно до звукового сигнала, и который показывает температуру. Все стандартно? Все стандартно, да. Это то, что должно быть. Про показатель температуры мы, соответственно, сказали. То есть внешне как-то определить, что у животного температура, потрогав нос, лоб, я не знаю, за ушами кто-то мне говорил, ручку, подушку, ушком прикрываешь и держишь, смотришь. Это все неэффективно и абсолютно неправильно. Это все очень субъективно, потому что температура тела животного все равно выше, чем температура тела. Им нам будет всегда казаться, что она чуть горячее. Чуть-чуть горячее. Да, вот еще говорят, что нос сухой и горячий, это признак тоже температуры. Возможно, но обычно сухой нос и горячий, потрескавшийся в корочках, он уже, когда животному совсем плохо, и он болеет, и животное болеет не первый день, пациент наш. Поэтому, конечно, это какой-то такой уже показатель тяжелого заболевания при течении. Поэтому термометр, как вариант, всегда должен быть дома. Желательно, чтобы он там у вашего питомца был индивидуальный, чтобы отличался от человека. Подписывайте его и где-то. Хотя, с другой стороны, как мы выяснили, ничем не отличается. Да, самый обыкновенный термометр, который продается в каждой аптеке. Да. Хорошо. Если мы узнаем и выясняем, раз уж тему мы температуру затронули, что у животного, у собаки, к примеру, температура 40. То есть какие первые самые признаки, самые первые способы помочь животным, что мы должны сделать? Какая у нас инструкция будет? Да, здесь, соответственно, тоже нужно понимать, что касаемо, что такое высокая температура. Это признак какого-либо заболевания, чаще всего инфекционного. У животных, у собак и у кошек есть свои инфекционные заболевания, отличные от человека, то есть не такие, как у нас. И здесь, конечно, нужно прям категорически воздержать себя от приема, то есть от введения каких-то препаратов человеческих, то есть находящихся в домашней аптечке собакам и кошкам. Опять же, из опыта была такая история, что у меня знакомые давали своему животному самый обычный человеческий аспирин. Это мы всех предостерегаем, это категорически нельзя. Этого нельзя делать. То есть, если мы говорим про те препараты, которые очень прям категорически не нужно применять или нужно применять в редких случаях и только под контролем врача. То есть мы не разрешаем давать парацетамол, аспирин, ибупрофен, то есть те препараты, которые могут нанести серьезный вред животным, как кошки, так и собаки. У них есть свои препараты,
ветеринарные, которые, соответственно, снижают температуру. И здесь ни в коем случае не нужно бежать в человеческую аптеку и применять человеческий препарат. Это может заканчиваться плохо. Ну, то есть здесь мы что посоветуем? Здесь, у нас конечно, визит температура, к врачу обязательно. обратиться к Да. специалисту. Если температура выше, чем 39, 39,5 там, для щенка, котенка, если выше 40, как вы говорите, то это прям срочно к врачу. Хорошо. А вот для того, чтобы измерить температуру, какие предпосылки к этому идут? Ну, то есть животное становится вялым, да? Да, ну то есть например? изначально мы говорим о том, почему мы думаем, что животному плохо Температура, или оно да. заболело. Да? Есть какие-то изменения привычного поведения. То есть это вялость или, наоборот, ну, активность, понятно, что это маловероятно, но тем не менее вялость, снижение аппетита, отказ пойти на прогулку при условии, что собака всегда гуляет, там, нежелание там, играть с вами в игрушки, если собака привыкла к этому играть. Снижение аппетита, то есть там какие-то такие показатели, когда собака всегда хорошо кушала или кошка И здесь хорошо, а тут отказывается. Это все то, что не совсем специфично, но тем не менее один из признаков или множество признаков, которые могут говорить о том, что ваш питомец заболел. Вот. Хорошо. Первичные, говорим на тему профилактики, говорим на тему осмотра профилактического животных. Начали мы с температуры, ну, само собой разумеется, наверное, это самый главный, да, показатель, который мы должны зафиксировать. Что еще в домашних условиях, какие еще мы можем сделать, каким образом, что еще мы можем смотреть? Ну, если мы говорим, чтобы было всегда удобно, то, наверное, да, если мы по питомцу, соответственно, будем ориентироваться, то нужно осматривать то, что начинает там, как говорится, с головы, да. То есть мы видим, что есть ли или нет ли выделений из носовой полости. То есть из носа. сейчас мы, получается, пойдем по осмотру животного, и вот мы такой выбрали метод с головы Да, от носа до лап. хвоста. Да. От носа до хвоста. Да. Пойдем по прямой. С температурой это общий вопрос, который возникает. Даночка, отвлекается она? Дана. Дан. Вот сейчас собака находится в новом месте, абсолютно новом месте. То есть Ах, ты стараешься. В незнакомом месте. Я смотрю, не трясется, не испытывает стресс, хотя говорят, что животные, когда попадают в новое место, у них обязательно какое-то становится необычное поведение. Здесь абсолютно нормально. Это почему? Привычка, возраст или воспитание Нет, ну, вообще, собаки? конечно, сейчас собака в стрессе. И Она сейчас в стрессе. Вот это поведение, это проявление стресса. То есть она пытается как-то спрятаться у владельца и показывать всем, что я тут вот боюсь, возьми меня на ручки. Ну это так образно говоря, да? Но, тем не менее, она уже более-менее успокоилась, привыкла к обстановке. И сейчас уже можем там, мы с ней какие-то манипуляции провести без каких-либо проблем для нее, там, великих стрессов. Ну, остановимся еще раз, да, вернемся, соответственно, к осмотру. Так. Смотрим нос, глаза, ротовую полость, нет ли каких-то выделений, слюнотечения, выделения из носа, выделения из глаз, все чистенько, все хорошо. То есть здесь у нас каких-то особых проблем нет. Это то, что может говорить о тоже наличии инфекционных заболеваний, либо каких-то заболеваний. Ну, давайте с других. носа начнем тогда. Обычного животного что может быть? Может быть какие-то, ну, как сопли? Ну, прям сопли, да. Прям сопли, да, собачьи сопли. И владельцы их видят, что это сопли, это гнойные выделения из носа, они там вязки, такие же, как у нас, собственно, то же самое. Это либо инфекции, всевозможные инфекционные ринтрахииты, либо иногда попадание инородных тел в носовую полость, поскольку они гуляют на улице, могут что-то вдохнуть, еще что-то. Вот. Если мы говорим про выделение из глаз, то это тоже, опять же, один из признаков инфекционных заболеваний. Бывает у них аллергические. Мне кажется, вот можно Дану поднять, Да. показать Да, в камеру? Мне кажется, у всех собак глаза постоянно, в глазах что-то в уголках. А можно ее прямо вот развернуть, показать в камеру? Постоянно в глазах у животных всегда что-то есть. Ну, всегда в уголках глаз какой-то мусор или какое-то выделение. Мне кажется, у всех животных, у всех собак, нет? Да, это элемент нормы. То есть это норма. Нужно понимать, Вот что тоже... Давайте можно- попробуем да. показать. Даночка. Ой, тебе как не хочется ей. Повернулся. Незначительные выделения из глаз – это нормально. То есть не нужно по этому поводу переживать. Мы говорим о том, что если они есть, это просто требует некоторого ухода за глазами. То есть уход за глазами, промывание, использование лосьонов, либо физраствор, либо просто обычной кипяченой воды. Это... А как же стандартный дедовский метод, которым все Чаем? мы кошек, да и котят лечили, когда были маленькие? Потому что все, мне кажется, все котята, вот мы на собаках сфокусировались, есть же, конечно, котолюбы, да, привет вам всем передаем, которые с ума сходят по кошкам. У меня было несколько котов в своей жизни, и были котятки маленькие, и у всех с глазками были проблемы, у всех практически котят. И мама делала такой мешочек из ватки, из бинта, туда заварочку,
немножко макал и глазки протирал. Это вот вообще метод действенный. Ну, тут не принципиально, что мы используем. Да? Суть в том, чтобы мы обеспечить гигиену глаз. Вот для этого можно использовать чай, кипяченую воду, специальный лосьон, То есть обычный не физиологический. принципиально. Да. Суть просто в том, чтобы мы должны промыть собаке или кошке глаза, то есть можно открыть, прям поливаем туда любым раствором, который... Прям в глаз. Да, ну то есть мы не используем какие-то агрессивные, то есть там кислоты, щелочи и какие-то вещи, которые могут повредить. Обычный физраствор, либо кипяченую воду промываем, потом берем салфеточку или ватный диск, соответственно, протираем уголки глаз, таким образом, соответственно, обеспечивая чистоту глаз. Вот здесь тоже такой метод был, опять же, из моего детства. Всегда говорили, и вот сейчас мы даже, когда свои глаза протираем, что-то вы делаем, всегда движения должны быть ближе к носу. Ну, Сводим к это носу получается, движение. да, в сторону внутреннего угла глаза, это как-то уже, так скажем, канонически сложилось, что все так делают. И это правильно. Это, ну, наверное, да, это правильно, никто не говорит, что это неправильно. Немножко отведу от темы. Бывает такое, что с собаки, животному попадает что-то в глаз. Было такое на практике? Да, это достаточно часто. И, соответственно, тоже промывание глаз чаще всего помогает. Самый хороший метод при этом, если вы видите, что вашему животному бревно полено залетело в глаз, это взять тот же самый раствор, тихонечко, плавненько, не надо брать грушу, в которую давать напор, тихонечко, плавненько промыли и салфеткой обязательно ватным диском, спонжиком. Обычные, кстати, спонжики. Да, абсолютно. это обычные ватные диски. Мы, в принципе, привыкли-то к чему? Что если у нас касается человека, это человеческий набор средств. И что касается животного, у нас набор средств для животного. То есть я вот сейчас спонжику в руках держали, думаю, не знаю, какой-то специальный собачий спонжик. Нет, самый обыкновенный спонжик. И протираем глаза. Хорошо. Если прям сильные выделения, прям гнойные выделения, ну, если это уже является признаком какого-то заболевания глаз. Здесь, конечно, мы опять же все-таки не будем рекомендовать заниматься самолечением. Первая помощь в качестве того, чтобы сделать гигиену глаз, она нужна. Ну, чтобы не было больше гноя, чтобы собака в это время не страдала, потому что гной в глазах это, конечно, очень неприятно, и собаке это больно. Вот первую помощь вы можете оказать в качестве того, чтобы промыть. Если же вы понимаете, что это не помогло, то, конечно, записывайтесь на визит к врачу, который установит причину и назначит соответствующее лечение. Чаще всего это какие-нибудь капли в глаза, но если нет, в некоторых случаях нужно хирургическое лечение, операции и прочие вещи. Если мы говорим капли, какие капли? Или, опять же, самостоятельно самолечением Ну, лучше не нужно, да, потому что, опять же, исходим из того, что заболевания глаз у людей и у животных некоторые сходны, а некоторые различны, да, и часто, когда приходят на прием с уже с домашними каплями, конечно, используют совершенно не то, что необходимо. Такой вопрос еще у меня сразу возник на тему глаз. Вот Татьяна, может быть, сориентирует нас, ответит, может быть, знает. Часто очень бывает, что, ну, я своим уже животным говорю, супруга у меня говорит, кот наш ослеп на один глаз. Я утверждаю, что нет, все четко у него, двумя глазами он видит. Она по каким-то критериям, как-то она посмотрела под определенным углом, направив лампочку, и увидела, что у него там, ничего нет, собственно, отражение как бы блекло и так далее. Вот как определить, что кот действительно или собака на один глаз уже плохо видит? И что при этом нужно сделать? Можно это в профилактических целях дома определить, что может быть помочь животному? Ну, возможно, еще определить то, что кот, например, ходит сам и утыкается куда-нибудь. То есть он никуда не видит, утыкается. например. Вот наш никуда не утыкается. Никуда не утыкается. За исключением вчерашнего случая, когда он сидел возле чашки вот так, пока его не развернули к чашке, потом он жадно начал есть. Но в целом он перемещается абсолютно свободно по квартире. Ну, лучше показать все-таки специалисту, именно офтальмологу, у которого есть специальное оборудование для определения именно слепоты. А есть такие ситуации, когда вот мы на ранних стадиях начали замечать какую-то слепоту у кота, у собаки, и можно помочь реально животному? Да, конечно. Ну, слепота, соответственно, имеет какие-то свои причины у животных. И если мы определяем эту причину рано, видим, что у животного потеря зрения, просто определение уровня, ну или там зрение, как это, так как у человека, это сложно. То есть, потому что ни одна кошка и собака не будет читать таблицу. Ну, само собой. Да, есть специальные приборы, они достаточно сложные, дорогостоящие, но они есть, да, для определения того, какое зрение у животного. Вот. Но на ранних этапах можно остановить, ну, либо этот процесс и, соответственно, даже привести к выздоровлению. Ну, то есть тогда вопрос, как диагностировать, что началось, как дома. В домашних условиях можно определить, что у животного начинаются какие-то проблемы с глазом, например. Это чаще всего связано с тем, что у животного постоянно расширен зрачок. Для того, чтобы, соответственно, получить больше информации от внешней среды, рефлекторно расширяется зрачок, чтобы больше света попало от отражающих предметов. То есть, чтобы животное видело. соответственно, мы смотрим
Смотрим наблюдать. на животное, на кошку. Часто у кошек это у нее постоянно расширен зрачок, и понимаем, что он не сужается при изменении света в помещении, и вы должны срочно прямо обратиться к Ну врачу, давайте вот поэтому- у Даны попробуем посмотреть, как у нее со зрачком дела постоят. Нет у нас фонарика, конечно, хотя можно посветить. Фонарем, а я могу сделать это, посмотреть? Ну, вы можете, да, это сделать. Так. Да. То есть, если мы смотрим на зрачок... Есть фонарь. Да, если посветить, то он сузится. Сужается. Да. То есть это говорит о Сужается. том, что, соответственно, свет проникает на глазное дно, и собака, ну, по крайней мере, точно у нее есть зрение. То есть, если бы Вот. сейчас зрачок у Даны не сузился. сузился, то, в принципе, можно делать вывод о том, что Что у нее плохое зрение падает. Да. Зрение плохое. То есть здесь сейчас ты лапу дает. Столько внимания. Можно сделать вывод, что у собаки зрение хорошее. Хорошее. Хорошо. Возвращаемся вновь к голове. То есть с глазами мы разобрались. С носом. Что еще можно по носу добавить? Ну, с носом особых никаких проблем нет, это не частая проблема, особенно там у собак, у кошек, да, часто инфекционные ринотрахеиты, и они требуют прям сложного, длительного лечения с введением капель, с применением антибиотиков, с ингаляциями, то есть множество всевозможных манипуляций, которые помогут животному дышать. Вот, это касаемо инфекционных заболеваний. Ну, если честно, это не часто встречаемое заболевание у собак, у кошек, да, часто. То есть по собакам Вот мы можно- все про собак говорим, Да, но это да, не да. просто так. Вот Я мы знаю, взяли собаку. Нет, я знаю, что вы даже в звании, по-моему, майор полиции. Да, Это бывший, действительно так. да. И связано это с тем, что вы кинолог, обучали кинологии или как? Нет, как я это был получилось? начальником ветеринарной службы. Начальник ветеринарной службы. То есть в основном с собаками вы как раз-таки узкий специалист, который, в принципе, знает абсолютно все болячки, все болезни собак. И самое главное, как их диагностировать на ранней стадии. Это я вам, уважаемые телезрители, еще раз напоминаю, чтобы ни в коем случае не пропустите. Интересную очень тему мы обсуждаем. С носом все понятно. Самое важное у собак, да, тема, всех это абсолютно беспокоит, уши. Да, уши. С ушами я знаю, что колоссальный, огромный ряд проблем возникает у животных. Как диагностировать, что мы делаем вообще с ушами? Может быть, какой-то уход сейчас расскажем, который должен быть еженедельный или ежедневный? Ну, это то, что, соответственно, нужно следить за собакой. То есть, в первую очередь, нужно, соответственно, осматривать уши. Я думаю, что Татьяна сейчас нам продемонстрирует, покажет, и что, возможно, мы видим. Так, Дана. Ну, вообще нужно в домашних условиях всегда смотреть, беспокоят ли уши животное. То есть они начинают трясти головой, чесаться, прям вот сильно до крови себя Ну, трясти головой, это же каждый. Вот у нас собака приходит с улицы, обязательно зайдет в квартиру и начинает постоянно трясти головой. И либо после водных процедур приняли в ванну, обязательно она начинает трясти. Каждое утро у нас начинается с того, что с кровати спрыгивает, так как спит с нами, и сразу тоже начинает трясти головой. То есть это чаще, чем обычно должно быть, или какие-то особые Да, потряхивания? то есть это может быть просто она покушала и начинает сразу трясти головой. И таких эпизодов за день может быть очень много. То есть, и они обычно чаще всего после этого начинают еще чесать, потому что им Ухо. что-то, какой-то зуд им мешает. Это первый уже признак того, что беспокоит собаку или кошечку уши. Второе — это у нас покраснение либо загрязнение в ушной раковине. Вот никогда в ушную раковину собаки не заглядывал. Всегда такой очень поверхностный осмотр. Приподнял ушко. Да, то есть мы вот так вот оттягиваем ушечку Там- и смотрим. Так. Да. Там все черно. Вот сейчас не видно вам, но я хочу сказать, что там прям черно-черно. Фонарем мы пользуемся. Даночка какая хорошая. Бывает грязь, все Так. это нужно обязательно лосьончиком Протирать. все протирать, да. Мы туда закапываем лосьончик. Нужно, может быть, трогать, как щупать. Я вот боюсь, конечно. Нет, Но если Собаки собаке уже неприятно, это будет больно, собака будет скулить и Ты как-то говорить о том, хороший. что... Какие у тебя теплые уши. Ты ко мне пойдешь? Так ты как? А всего лишь ухо потрогал, а? Ну все, Любовь мне сюда тоже нужно пахнет возвращать, собачкой. конечно. Итак, промываем уши. Мы это называем санация, да, Санация. или чистка ушей. Хорошо. Для этого обязательно используем лосьоны. Не используем никакие, опять же, домашние средства, перекись водорода, борный спирт, просто спирт, там, ну, хлоргексидин, поскольку радость лосьонов, их преимущество в том, что они хорошо очищают слуховой проход. Они для этого предназначены. Поэтому прям категорически не разрешаем ничего делать. Это специальный лосьон. Специальные лосьоны предназначены для чистки ушей у животных. Хорошо. У людей тоже есть такие лосьоны. Ну, Правда? только значительно меньше. Ну, они Так, не называются лосьонами. берем лосьон. Что дальше делаем? идем сюда. Что? Открываем лосьон, Лучше так продемонстрировать просто. закапываем пару капелек Так. в ушную раковину. Где-то
5 капелек примерно. Закрываем ушко и начинаем массировать. Там должен быть вот прям хлюпанье. Как будто. Это не страшно, его никак не перелить. Давайте попробуем на другом ушке продемонстрировать, чтобы камераман был повернут, чтобы можно было увидеть. Закапываем. Вот прям можно примерно проделать ту же самую процедуру? Закапываем лосьончик в Так. ушко, закрываем его сразу. Сколько? 2-3 капли закапываем, не больше? 5 где-то. 5? Да. То есть не надо прям лить струю, этого достаточно. Можно, не страшно. Будет Не страшно? Не неприятно. страшно. Если перелил, не страшно. Да, ну чтобы, да, это опять же некоторый миф о том, что нельзя в уши лить воду. и Всегда так прочее. говорят. Да, да. Все говорят, в Ну, уши ни в коем случае нужно нельзя. понимать, что слуховой проход это такой тупик, да, то есть там барабанная перепонка, ну, при наличии, что она целая, неповрежденная, но тогда у животного совсем плохо. Сколько бы мы туда ни налили, это обратно потом все выльется. Особенно, когда собака будет трясти ушами. Ребята, это прям вообще прорыв просто. А знали ли вы, что ничего страшного в том, что если животному попадает вода в уши? Хорошо, залили капельки, и теперь мы Да. пытаемся массировать. Мы массируем, да, очень хорошо. Сколько по времени? Ну, где-то минуты 2-3. Потому что, чтобы все это размокло, вся грязь у нас отошла. И потом лучше это всего делать в ванной вообще, либо в месте, которое легко потом можно убрать. Потому что... Потому что, да, как только мы отпустим ушко, там все будет в этой грязи. Либо можно как-нибудь домик сделать из полотенчика какого-нибудь, чтобы хотя бы обезопаситься. Домик из полотенчика. С собаками понятно, разобрались, все, закапываем, втираем, ну, это получается мы все равно втираем. После этого протираем. Протираем, спонжем. да. С кошками такая же история. Все то же самое, да, Абсолютно абсолютно, то да, же самое. все то же самое. И, соответственно, здесь один нюанс, который мы категорически не разрешаем владельцам проводить, это в слуховой проход проникать какими-нибудь ватными Спонжики. палочками. То есть мы протираем только снаружи, то есть внутреннюю поверхность ушной раковины, только здесь. Все. То есть никаких проникновений Ну туда вот можно прям внутрь. протереть. Вот. Да, можно. Тереть. Чуть-чуть, В принципе, да. да, у собаки немножко там щекотно. То есть не пытаемся ватной палочкой оттуда что-то вытащить, потому что есть вероятность того, что мы утрамбуем содержимое и потом вообще никогда не очистим. Ну то вот есть у сложно меня будет. такса, я скажу, как я уши делаю, я использую ватные палочки. Ну вот Использую. сегодняшнего дня не будет. Но я наверное. никогда их не просовывал внутрь, но вот все изгибы уха внутренние, очень удобно палочкой вот этой проходить. Ну вот удобство применения лосьонов, когда все это становится размягченно, и тогда ватным диском все Тогда легко вообще всё вычищается. ватным Да, диском. все свободно вычищается. Все. и А всё. здесь постоянно собака вертится. Но мне кажется, любой собаке и кошке неприятно, когда в ушах возятся и ковыряются. Чрезвычайно. Никому неприятно, конечно, но тем не менее. Разобрались. да. Получается, мы сейчас обсудили глаза, обсудили нос, выделение, обсудили уши. Что у нас осталось на лице самое важное? У нас остались зубы. Зубы. Да. Зубы — это всегда проблема у собак, потому что никто их никогда не чистит. Благо, если покупают специальные косточки, есть такие, как собаколюб, я это знаю, которые якобы удаляют камень. Ну, они, если мы говорим про косточки, да, создают условия для того, чтобы этот камень и зубной налет образовывался меньше или легче очищался. Сами, конечно, они механически удалить не могут это, потому что, собственно, для того, чтобы, если мы говорим про ротовую полость, можно там тоже показать, как мы осматриваем зубы. Друзья, Идем. у меня следующее предложение. У нас интересная тема про зубы, как лечить, как чистить, какую делать профилактику ротовой полости, но обо всем этом мы расскажем чуть позже, после небольшой переменки. Поэтому оставайтесь с нами, дальше больше. Это программа «Знаю все», и мы продолжаем. В гостях замечательные эксперты. Парамонов Виталий Владимирович, руководитель университетской ветеринарной клиники БГАУ, и Татьяна Бронникова, врач-анестезиолог. Тема сегодня у нас профилактический осмотр питомцев в домашних условиях. Остановились мы на полости рта, зубы, запах изо рта животного. Все, что нас беспокоит и тревожит, попробуем сейчас во всем разобраться. Вот первый сразу вопрос. Запах изо рта у собаки. У кошки редко, конечно, бывает. Редко мы свой нос засовываем кошке в пасть. У собак постоянно. Это нормальное вообще явление? Ну, смотрите, про кошек и собак. На самом деле, у кошек даже, может быть, чаще обращаются Так. именно с запахом изо рта. То есть, говорят, очень резкий неприятный запах. Да, это связано, соответственно, в первую очередь с наличием бактерий в ротовой полости. Ну, ни собаки, ни кошки самостоятельно зубы чистить не могут. К сожалению, у них лапки, так называемые, да, зубную щетку они держать не могут. Поэтому про косточки и палочки вы уже уточнили. Да, их Давайте можно напомним. То есть есть у нас ряд в ветеринарных магазинах приспособлений,
вкусных приспособлений, Вкусно, да. с помощью которых можно помочь собаке избавиться от зубного камня. Да, они помогают меньше образовываться налету или размещать тот налет, который существует. Но реально для того, чтобы, если у вашей собаки или у кошки зубы постоянно покрыты налетом, либо образован зубной камень, нужно их чистить. Да, это не... Прям, правда, берешь Прямо и чистишь. чистить, да. Вообще, когда нас спрашивают владельцы, как часто чистить. Я в идеале так же, как себе, 1-2 раза в день. Каждый день собаке чистить зубы. Да. Это непросто. Обалдеть. Слушай, ну вот когда мы младенцев берем, когда нам говорят врачи о младенцах, да, что нужно чистить зубки начинать. Специально есть насадки на пальчик, которые, значит, можно поместить. Так у мы нас тоже сейчас такие есть. расскажем, да, про эту историю. На Итак, самом деле, если никогда вы до этого не чистили зубы ни я вот собаки, никогда ни не чистил кошки, собаки, кошки зубы. Я из тех для людей. них это будет стресс. Они не понимают, что вы от них хотите, зачем вы лезете вообще в ротовую полость. Лучше всего изначально на палец просто намазать себе пасту. Так, Есть в ветеринарных аптеках разные пасты. Они с разными вкусами. Мята, курица. зубная паста для собак и кошек со вкусом цыпленка. То есть я вот почему-то у меня возник вопрос по вкусу. Я почему-то подумал, что мятная. Думаю, как собака будет Нет, мятную там пасту. Либо мясо, либо Мятную печень, пасту. либо курица. Ребят, паста со вкусом цыпленка. Есть еще мясо, печень и так далее. Состав для ухода полностью, поддерживания здоровья зубов, десен, уничтожения Короче, я решил. Надо почистить. Слушайте, пахнет и правда цыпленком. Итак, берем на палец мы вот эту самую, значит, пасту, да, цыплячью. Да, это самый первый раз. Мы берем на палец, просто даем животному понюхать, облизать, чтобы Но он оближет животное точно со вкусом понимали, цыпленка. что ничего страшного в этом нету, все хорошо. Так. На следующий день можно уже углубиться. Мы также намазываем на пальчик и начинаем уже тереть зубки, что они тоже понимали, что ничего страшного, просто вкусняшки, которые размазывают по ротовой полости, грубо говоря. Так. И так постепенно мы приучаем уже животного к чистке зубов. Есть вот такие вот специальные напалечники. Размер универсального размера. Явно, Даже на мой большой палец. Кстати, щетинка здесь просто резиночка такая. Ну, наверное, не просто резинка, да? Она, да, для обмягчения есть просто разные, для разных доступов, соответственно, для разных зубов, щеточки, наборы продаются. Понимаете, да, обзаведетесь набором щеток для внутренней части, для внешней части. Господи, их реально много. Вот это прорезиненная у нас на пальце, а здесь щетина такая довольно-таки жесткая, Жесткая, кстати, да, щетина, очень жесткая. Жесткая зубная щетка. Итак, что теперь? Наносим, Да, мы начинаем уже, надеваем. пожалуйста. Ах, Дана, Вставай, Все можно что? показать. вставай. дернулась аж. Идем. Получается, мы открываем вот так вот верхние брилья и начинаем тихонечко вот так вот массировать. И чистим зубной камешек, Ох. весь налет. Мы, конечно, это 100% зубной камень никак не очистим, налет не очистим. Но если это делать с самого рождения, то налета и зубного камня значительно меньше. И если делать это с самого рождения, то это пример хороший детям подавать, что смотри, собака чистит зубы, Дети чистят взрослые зубы, чистят зубы. Давай-ка и ты тоже, пожалуйста. Кошка, черепаха, кролик. да. Все чистят зубы. Если мы говорим про методику того, как чистить зубы, как мы чистим, откуда начинаем, какие движения делаем. Я знаю, что у людей целая заморочка, только вверх-вниз, кто-то так, кое-кто чистит зубы, закрывая глаза. Есть ли какая-то методика, как чистить зубы животному? Ну, на самом деле, мы чистим зубки точно так же, как и себе. То есть во всех поверхностях. То есть напевая песенку, Да? напевая песенку Клавы Коки или еще какую-нибудь. Итак, чистим зуб, после этого всегда мы что-то ополаскиваем. Здесь Но здесь нет необходимости, поскольку собака слижет всю зубную пасту, она вкусная, она ее съест, поэтому особых проблем с этим не существует. то есть такое, в принципе, развлекательное мероприятие, где она вроде бы поедает пасту, а ты Да, вроде бы вы удаляешь обеспечиваете гигиену. налет. Да. Так, хорошо. Вот мы разобрались, что зубы надо чистить, разобрались, что запах это значит следствие бактерий, но это и так само собой понятно. В принципе, если запах у животного, смотрите, как легла задние лапы. Смотрите, как. Запах у животного это вполне нормальное явление, потому что зубы не чистят. Ну, если все-таки он вас беспокоит чрезвычайно, можно обратиться к врачу-специалисту. Язык. Перешли к языку. Язык бывает, что у животного, мы так, как Дана у нас сегодня здесь собак обсуждаем, с белым налетом. Бывает такое.
Что это, о чем это говорит? Стоит на это внимание обращать или это просто особенность какой-то собаки? Ну, у нас конкретно? нет. Есть, если касаемо языка, в некоторых случаях при некоторых инфекционных заболеваниях есть повреждения язвы на языке, особенно касаемо кошек. То есть это прям явный признак инфекционного заболевания, либо при... Язва кровоточащая или Да, просто прям, язва? да, прям язвы на языке, они кровоточат это с не ужасным нормально. запахом, да, это ненормально. Это, конечно, признак инфекционного заболевания. Это чаще всего встречается у кошек. Есть заболевание, называется оно калицевироз, прям опасное, тяжелое заболевание, и проявляется оно вот язвами на языке. Слушайте, ну с собакой-то все понятно, язык-то мы вообще всегда собачий ощущаем, потому Видно, что да. ну, его и видно, и собака всегда ласкается, она начинает и облизывать, и руку тебе облизывает, и так далее. А вот с кошкой-то в пасть коту заглянуть-то не так просто вообще открыть эту пасть, чтобы язык посмотреть. Да, но тем не менее, любому пациенту мы всегда осматриваем ротовую полость, и язык это один из тех диагностических для нас, скажем, процедур, которые мы должны посмотреть. Можем мы язык данный как образцово-показательный продемонстрировать, что Да, с ним все в порядке? Вполне, он хороший, Хороший, влажный, целый влажный, розовый, целый да, розовый никаких язык. проблем у Даночка, него нет, повреждений Даночка. нет. Даночка, Даночка, не хочет она, Здесь стесняется. никаких Вот проблем. культурная собака, видите, язык не показывает. Язык не показывает. Хорошо. Что еще с полостью рта, на что обратить внимание? Вот эти штуки, которые вы слева и справа поднимали, я первый раз также название услышал, как они называются. Это называется К брыли. своему стыду. Как? Брыли. Брыли? Ну, они вообще Брылья. Брылья? Да. Да. Это что-то из лошадиного, как будто. Брылья. Подтяните ваши брылья. Брыли — это то, что прикрывает язык. На них есть какие-то язвы и прочие все. Вот у людей есть такое заболевание, когда на внутренней части губы, да, образуются белые такие язвочки. Обычно это говорят, что грязными руками, когда в рот лезешь, и стоматит это называется. Ну, стоматит, да. Бывает что-то похожее у собак? У кошек чаще всего. У кошек. У собак тоже бывает. Опять же, это связано с заболеванием ротовой полости. То есть, если у собаки много зубного налета, зубной камень, воспаленные зубы, пародонтит или прочие вещи, они, конечно, провоцируют воспаление десен, воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Но в этих случаях, скорее всего, зубная паста, зубная щетка уже не помогает. Там поход к стоматологу, такая же, как и у людей, ультразвуковая чистка зубов, полировка То же и самое удаление делается. больных зубов. Да, все то же самое. Давайте попробуем резюмировать с головой все, что мы проговорили. Первое, что касается глаз, если вы увидите выделение из глаз гнойные, либо просто можно взять салфеточку, спонжик, намочить его водичкой, либо чайной заваркой, мы проговорили, протереть. Что касается носа, если чрезмерное выделение из носа, сопливые мы их назвали, либо гнойные, это повод обратиться к врачу, не нужно никакие спонжики сувать в нос, Не нужно. ни в коем случае. Что касается ушной раковины, да, что касается уха, лосьон. Это прям открытие какое-то, да, вот все вот эти черные, застывшие внутри уха грязные моменты можно очистить, замочить с помощью лосьона и спонжика. Ну и, конечно же, про зубы. Зубы чистим, если мы это не делали, начинайте чистить. По крайней мере, в качестве субботнего, воскресного развлечения для вас, в качестве эксперимента утреннего, да, с детьми совместно, это вполне себе замечательно. Итак, разобрались мы с головой. Я думаю, что все основное мы проговорили. Давайте перейдем, как мы говорили, от головы к хвосту. Что дальше? Лапы. Попробуем про лапы проговорить. Да, про лапы. Ну, здесь, собственно, особых проблем-то не бывает. Я знаю, что за проблема исключением у когтей. всех когтей. Когти Когти, это да. все проблемы. Лично у меня, опять же, я про себя говорю сегодня, был случай, когда мы неправильно обрезали ноготь, была кровь. И это, мне кажется, у всех такое вот явление распространенное, что раз на раз не приходится. И все переживают и волнуются, когда это делают. В конце концов говорят, да я лучше пойду к специалисту, пусть там все сделает. Но при этом каждый собачник имеет в своем арсенале обязательно вот эту самую когтерезку. Потому что это важно для формирования походки, если походки говорю, важно для формирования лап и так далее, в особенности у щенков. А у взрослых это тоже доставляет ряд неудобств. Итак, давайте попробуем разобраться с этой темой. Как правильно, ногти, когти? Когти. Когти. Конечно, правильно. Когти. Я знал, что не ногти. Когти. Как часто их нужно стричь, на что обратить внимание? Да, по этому поводу немножко больше, наверное, мифов, чем действительно реальных дел. Вот. Если эта собака достаточно крупная, которая постоянно гуляет на улице, то, собственно, эта процедура ей вообще не требуется. Стачивается. Да, потому что при условии, что собака достаточно имеет хороший вес и ходит по твердой поверхности, ну, допустим, если мы говорим про Дану, и там посмотреть ей на когти. А можем показать тоже? Да, я же бачок. Образцовый. Дан у нас сегодня образцовый показывает. Язык, уши, Вот так. пасть. Что там? Вот. У нас такие коготочки. Бывает такое, то, что они сильно отрастают и начинают закручиваться. прям. Да, закругляются Да, они. И в итоге закругляют. собака неправильно лапу ставит, как мне объясняли. Да, она неправильно лапу ставит, и у кошек очень частая проблема, что они втыкаются в
подушечки как раз-таки. И очень сложно потом это залечить, потому что повязки там не держатся. Слушайте, а кошкам тоже стригут когти? Да, Обалдеть. обязательно. Вот это я вообще первый раз слышу. Нет, честно. Получается, коготь закругляется, и подушечка, которая находится... Да, и он начинает прям в подушечку врезаться, и получается, там появляется дырочка, которая гноится, вся грязь туда попадает. Даже если повязки мы сделаем, они слетают, они не держатся на лапке никак. Поэтому очень сложно и очень долго потом будет залечить эту рану. Хорошо. Получается, мы берем кошку, раз уж это прям вот у кошек такая тема, значит, с последствиями. Что смотрим мы? Насколько закругленно или насколько... Ну, изначально всегда смотрим, что есть ли вообще в этом необходимость. Ну, то есть, если мы говорим крупных собак... Стричь или не стричь? Да, Вот стричь в чем или не вопрос. стричь, да. Вот. Если это мелкие собаки, которые никогда не выходят на улицу, живут дома и, соответственно, на диванчике, и на пол редко спускаются, то понятно, что их когти будут отрастать, они будут длинные, мешать ей двигаться. Ну, то там- еще и ночью тебя будут будить. Да, ну да, поэтому, соответственно, там стрижка когтей нужна. Касаемо кошек, если они не занимаются, то есть там точением когтей, так скажем, не используют когтеточки, то, конечно, у них иногда чрезмерно отрастают когти, заворачиваются, и тогда они могут причинять какие-то дискомфорт. Вот, в норме мы обычно не стрижем когти. То есть Кошкам в норме необходимости в это- этом нет. Мгм. То есть обычно животное само Да. приспосабливается Это к тому, регулируется природой, так скажем. Да, природой и поэтому- внутренним желанием обувь подрать, например, хозяйскую, кресло какое-нибудь или стул. Вот. Так, что мы получается? Каким образом нужно стричь? Ну, Подстригать? в данном случае, да, если мы видим, что коготь чрезмерно отросший, конечно, бачок. Ой, молодец. Да. Всё, Ну обратно. давай, Дана. Да. Мы, соответственно, должны выделить этот коготь отдельно, зафиксировать Так. его достаточно, увидеть. Хорошо, если у животного, у кошки или у собаки коготь не такой черный пигментированный, тогда мы видим, что здесь заканчиваются сосудики, их прямо видно, и дальше начинается светлый коготь. Тогда берется когтерез, ну, для кошек поменьше, для собак побольше, и, соответственно, прикладывается к когтю, плотно держится и отсекается лишнее. Он Вот. начинает всегда, ведь когда ты его, ну я знаю по своему практику, он начинает крошиться всегда. Это при условии, что вы используете плохие когтерезы. Поэтому он должен быть хороший. То есть Острый и весь мощный, вопрос да. в том, что плохой когтерез. Потому что если они недостаточно острые, либо вы взяли, допустим, такую крупную собаку, маленький когтерез, который не способен перекусить этот коготь, тогда он начинает крошиться. Ну и вообще у некоторых животных, конечно, сами по себе когти, может быть, крошатся. Ну вот я от себя скажу, несмотря на то, что многие говорят ветеринары, что это вопрос практики, вот сколько лет у нас собака, мы все равно всегда практически чуть ли не всем семейным советом собираемся, чтобы правильно когти эти отстричь. Потому что всегда волнительно. Один держит спереди, второй сзади, третий гладит и так далее, и так далее. Ладно, понятно, с когтями попробовали немножко разобраться. Шерсть. Всегда вопрос шерсти, потому что шерсть, собака линяет, шерсть выпадает у любой, мне кажется, у любой собаки, у любой кошки линька происходит. Но как определить, что это ненормально, что уже это сверх нормы, что это вышло за границы? Да, здесь мы говорим о том, что поскольку животные чаще всего живут в доме, вот, волосы у них растут независимо от того, где они живут, ну где-то больше, где-то меньше, но тем не менее... Ну вот сейчас даже рукой если Да, мы вот если так попробуем протрете. провести, Даночка, ну-ка, мой хороший, то посмотреть, вот все равно Да, немножко, шерсти много. немножко есть. Ну, кстати, это немного получилось. Сейчас хочу побольше. Побольше, наверное, будет. Надо побольше собрать. А вот у нее где все. Вот. То есть вот я погладил рукой, и я собрал вот такой клочок. Это нормально? Исходя из того, что там большая собака, у нее хорошая шерсть, в принципе, это нормально. Это Ну, то есть норма. количество шерсти, да. Вот. Мы начинаем обращать внимание на то, что есть ли какие-то проблемы с шерстью, ну, при условии, что появляются какие-то залысины. Мы это называем аллопецией. Как? То есть залысины. Лапеция? Аллопеция. Аллопеция. Да, такое слово, это термин. да. Вот. Если много вы слов. видите, что у собаки есть какие-то облысения за ушами, там, на шее, на животе, на теле где-то, там, возле хвоста, неважно где, но здесь шерстный покров одинаковый, однородный, здесь есть облысение, воспаление кожи, покраснение, какие-то корочки, выделения, жидкость выделяется. Это уже повод, конечно, что, скорее всего, есть какое-то воспаление, проблемы с кожей. Отсюда простой вывод. Чем чаще вы своего питомца гладите, тем больше возможностей. замечаете возможность такой диагностики сделать. Опять же, если у нас есть вот эти самые покраснения, есть какие-то, значит, наоборот, твердые, да, какие-то потрескавшиеся кусочки, это, опять же, повод обратиться к Это врачу. повод обратиться к врачу. Повод обратиться к Если мы врачу. говорим про ежедневный уход, то, что собаке требуется делать постоянно, то, конечно, по мере того, как собака загрязняется, ее нужно периодически мыть. Вот. А вообще как часто надо Да, животное касаемо, мыть? опять же, да, существующих там
стереотипов, что Кошку раз в год. да, раз в год кошку, вот, и раз в полгода собака. Независимо от того, если вы считаете, что ваша собака грязная, вы можете мыть ее хоть через день. Ну, или говорят раз же, в 5 дней. что защитный слой. Да, после того, как вы помыли собаку, Так. смывается липидный слой, но Да. в течение 2-3 дней самостоятельно восстанавливается без нашего каких-либо там проблем. Поэтому, если у собаки видите, что она грязная, не знаю, там сходила, искупалась в речке или в какой-то испачкалась в грязи, конечно, ее можно помыть, используя, опять же, специальные шампуни для животных. Ну, то есть Ну не- вот нам рекомендовали после прогулки, как животное мыть, специальный коврик приобретается. Имейте в виду, может быть, вам тоже это будет полезно, потому что многие в тазике это делают. Специальный коврик, на коврик собака, чтобы не скользила, ей обязательно важно не скользить, иначе она начинает нервничать. Наша, во всяком случае, 100%. На коврик специально помещается, и то есть мы это делаем душем, хотя нам говорили, что душем нельзя, нужно водичкой и промывать, значит, лапы. Мы душем, ну, он охотно вполне реагирует, отзывается на это. Душем промываем только вот нижнюю часть лапки. Но так как у нас такса, нам приходится все-таки и пузо мыть, и все остальное, и так далее. Ну, то есть, я хочу сказать, что это каждый день происходит. Если Особенно, после если прогулок, это да, осень, это если это ежедневно. весна, то здесь ежедневно мы смываем. А мы сейчас говорим про купание как в комплексе, то есть собачьи шампуни, и пошел, да. Если вы это можете делать в домашних условиях, понятно, что это очень, ну, если, допустим, поставите в собственную ванну собаку, то потом, соответственно, будете мыть и собственную ванну, да, потому что будет очень много шерсти, будет много грязи, но зато ваша собака будет блестеть там несколько дней. Потом она, конечно, все равно испачкается. Вот сейчас отвлекусь Да. немножко, вопрос у меня возник, увидел, что у Даны слюнки потекли. Слюневыделение насколько сильное должно быть? Или это зависит от породы? Это зависит от многих условий. Мгм. Ну, то есть, Температура, да, влажность. чаще всего от волнения каких-то, от переживаний собаки, потому что чаще всего кошки, собаки, приходящие в ветеринарную клинику, у них текут слюни, потому что они То я говорю, вот есть очень, собаки, очень которые прям сильно вообще волнуются. текут Да. слюни. И на А фоне есть этого- вот, я хочу сказать, что Дан держится прям Да, она молодцом. такая, да. Одна капелька за 20 минут. За 20. Она старается, да, сглатывать все. Поэтому это из элемент нормы. Если это чрезмерно, и собака там постоянно у нее течет, и еще в ротовой полости есть какие-то признаки воспаления, конечно, это уже признак какого-то заболевания. Хорошо, у нас не столь много времени остается, но есть интересный очень вопрос, который мы должны обсудить. Первый вопрос, это актуальный для всего человечества. COVID-19, болеют ли животные вообще? Есть такие случаи? Или не стоит переживать вообще? Ну, я думаю, что да, тема немножко раздута, как и все в Опять же, информационном раздута. поле, да, нашем, да. Если касаемо публикаций, которые сейчас появились, у животных обнаруживают ковид, Да. да. Вот, но никто еще не доказал, что они могут быть источником этого заболевания для людей. Вот, поэтому пока это, конечно, все изучается активно, особенно там, где этих заболеваний много. Но я думаю, что это мы узнаем через какое-то время. Сейчас пока не нужно этого бояться. Резюмируем еще раз по ковиду. Не переживайте за животных, пока что это все в стадии какой-то раздутия, я бы сказал, даже информации. Если мы говорим топ-5 заболеваний, которых чаще всего встречаются у собак и кошек, которые к вам обращаются с этими заболеваниями, и их можно профилактику этих заболеваний сделать. Какие это заболевания, вот прям буквально в названии, и какая профилактика от этих заболеваний? Ну, я, к примеру, имею в виду, что вот у людей осенью грипп, простуда. Профилактика является прививки, витамины и так далее. Вот что есть у животных, какие болезни есть, и как их можно избежать? Ну, опять же, если мы говорим про заболевания часто встречаемые и про их профилактику, Да. что делать просто, да? Да. Если мы говорим про инфекции, то есть это вирусные инфекции собак, у Так. многих там чума, вирусный энтерит, аденовирус, про грипп, лептоспироз. Это мы то есть напоминаем, что ежегодно да, нужно ежегодно делать нужно комплекс. собаке сделать обязательно, и кошке сделать обязательно ежегодную вакцинацию. Раз в год поход к ветеринарному врачу. Мы это сопровождаем с диспансеризацией, с полным осмотром, соответственно, питомца и с установкой каких-то еще сопутствующих проблем. Это чумка, бешенство. Лептоспироз, вирусный энтерит и, соответственно, парагрипп. Это как вот машину вы на ТО Да, ведете. мы зашли на так же. Да. Как автомобиль на ТО, так же и собаку. Я знаю, что перед походом к ветеринару обязательно глистогонный нужно Да, дать. обработка от глистов. Если это животное гуляет на улице, то желательно делать Непременно. раз в месяц. Это притом и для вас, ну, в Да, смысле, для людей тоже для будет. людей полезно. Хорошо, получается комплексный осмотр у врача. Что еще? Раз в год обязательно. Да. Это обязательно. Обработка от глистов, мы сказали. Раз в Да. месяц или раз в 3 месяца, если животное... Раз в месяц? Если собака или кошка гуляет на улице, да, потому что они Обалдеть. постоянно перезаражаются. Так мы тоже вот, ну я уверен, что все, большинство делают так же раз в год перед походом к врачу, глистогонят, и после этого к врачу пошли. Это Нет? очень редко. Делают чаще. Даже делать Нужно чаще. Да.
Хорошо, зафиксировали. Обработка от наружных паразитов. Сюда включается обработка, прежде всего, в летний и весенний период, обработка от клещей. Это очень важно, потому что от клещей заболевание страшное, смертельное. Да, с плазмозом там связанное оно. Пироплазмоз. Пироплазмоз, да. Пироплазмоз, да. Я видел лично, что прям в капельницах животные находятся и так далее, и так далее. То есть обязательно от внешних, чем обрабатываем? Мы обрабатываем капельки на холку. Соответственно, это те препараты, либо таблетки, которые, соответственно, убивают клеща, если он попадает на тело. Но если так случилось, что клещ все-таки уже вцепился, да, вот есть такая... Ребят, это я знаю, что за штука. Это клещеудалитель. Выкручиватель клещей. Выкручиватель клещей, да. В принципе, смысл, я сейчас могу ошибаться, но смысл такой, что поддевается как лопатка и обязательно по-часовой или противочасовой? Ну, считается, что по-часовой. Да. Считается по-часовой. Друзья, не совсем сейчас актуально, казалось бы, но, с другой стороны, мало ли. Да. Мало ли. Вот так. Нужно Хорошо. знать, что оно есть. Хорошо, хорошо. Что за шприц, интересно, раз уж мы Да, агрегатов затронули? про какие-то девайсы заговорили, да. Поскольку не всем животным... iPhone 13+. Эта штука называется интродюсер, сложно, либо таблетка-давалка мы его называем. Тут все стало понятно. Это приспособление для введения таблеток кошкам и собакам, в основном, конечно, больше кошкам. Именно таблеток? Таблеток, капсул, каких-либо других препаратов в ротовую полость. Потому что кошки кусаются, собаки тоже. Вот, объясняю, да? Несложно. В виде шприца здесь такая мягкая поверхность, в которую, собственно, закладывается какое-либо действующее вещество, таблеточка. Укладывается. Дана расслабилась. У меня, говорят, все хорошо. Я на расслабоне. У кошечек лучше всего сбоку вот здесь делать, там, где беззубый край. Так. Вставляем туда. Давайте я. И она будет владелец имитировать. Хорошо. Открываем ротовую полость, приготовились, открыли рот, ввели, нажали, таблетка глубоко. Да. Никто никого не укусил, все живы-здоровы. У меня подтверждается мнение о лабрадорах, что это самые добродушные собаки. Никогда в жизни ни на кого не гафнут, только им нужны люди. Итак, попробуем тогда в целом обобщить все, о чем мы сегодня говорили. Необходимо, уважаемые, хотел сказать, автовладельцы, любители животных, периодически делать осмотр плановый, мы его планово назовем, да? Ну, хотя бы раз в месяц посмотреть, пощупать, просмотреть, ушки почистить. Попробовали мы сегодня обсудить, как ухаживать за животным, за собакой, кошкой. В большинстве говорили, все-таки мы не переходили на кроликов, на улиток и на всех остальных. Это собаки-кошки. Выводы сделали следующие. Уши, глаза, нос, зубы, когти, шерсть. Ну и также не забывайте раз в год к ветеринару обязательно для комплекса прививок. Ну и вот, как выяснили сегодня, глистогонить раз в 2. Раз в 3 месяца, так проще запомнить, раз в квартал. Раз в квартал, ребят, раз в квартал, как отчет сдавать. Да, как отчет. Раз в квартал, как отчет сдавать. Поэтому обязательно, непременно проделывайте. Ну, мы же любим своих животных. И 100% не любим, когда они болеют. Поэтому все в наших руках. Ну и самое главное, как можно больше любви, заботы, вот этих самых хорошее питание, много движений прогулок. и много питания. У нас в гостях были Парамонов Виталий Владимирович, руководитель университетской ветеринарной клиники БГАУ, и Татьяна Бронникова, врач-анестезиолог. Замечательные ребята, спасибо вам огромное. Спасибо огромное черному смольному лабрадоре Дан. Огромное спасибо за столь увлекательную, интересную беседу. Ну что, передача «Знаю все». Мы действительно хотим, чтобы вы знали все. Эта информация полезна, нужная, и обязательно применяйте ее в своем быту. Оставайтесь с нами.